Жители Усогорска Удровского района Коми возмущены огромными начислениями за отопление и воду. Январские квитанции пришли на 10-15 тысяч рублей. И это не считая платы за электричество, газ и услуги управляющих компаний. Сейчас у нас на прямой связи находится корреспондент федерального 5-го канала Алексей Полторанин. И мы захотим задать ему парочку вопросов. Сам он из Удровского района и готов рассказать нам все подробности. Алексей, здравствуйте. Вы нас слышите? Добрый день. Да, я вас прекрасно слышу. Алексей, вот расскажите, жители получили просто астрономические счета, насколько вообще натопили в прошлом месяце, получается? Ну вот вы знаете, вот моей маме пришло на 9200 рублей. Ну, большая, огромная сумма, потому что ранее присылали квитанции на 6-5 тысяч рублей. Но здесь 9 тысяч. Вы правильно заметили, людям пришли и на 10, и на 13, и на 15 тысяч рублей. Огромные суммы для жителей Удровского района. Такая ситуация там происходит впервые или уже были какие-то такие случаи? Вы знаете, это ситуация каждый год. Объясню почему. Потому что есть так называемая корректировка. То есть каждый год мы платим за отопление, каждый месяц мы платим за отопление. То есть мы платим даже летом, когда отопление отключено. И на будущий год, то есть в январе-феврале, приходит так называемая корректировка в пользу уменьшения, либо увеличения. Вот моим родителям, моей маме пришло на 3000 больше. Ну, еще раз повторю, что это огромные суммы. Мы, мягко говоря, в шоке. Пытались ли как-то разобраться с этой ситуацией, чтобы впредь такого не было? Да, конечно, я пока не заплатил за коммуналку, дабы разобраться в этой ситуации, действительно, верна эта корректировка или нет. Ко мне просто позвонили и мои соседи, жители Удровского района, пожаловались, сообщили о своих суммах. Я обратился к региональному министру строительства и ЖКХ Игорю Викторовичу, который, собственно, передал все данные в Коми тепловой компании. Вот сегодня был звонок, значит, корректировка вся верная. Но опять же, мы как бы не согласны с этими суммами в квитанциях и будем дальше разбираться, возможно, уже с привлечением надзорных органов. Алексей, спасибо вам за исчерпывающие ответы. Будем следить дальше за ситуацией. И буквально вот сегодня мы направили официальный редакционный запрос от СМИ в Коми тепловую компанию и получили оперативный ответ. Итак, согласно нему, в январе этого года корректировка была произведена по 87 домам Удровского района. Из них по 35 домам плюсовая и по 52 минусовая. Общий финансовый результат по итогам для Удровского филиала АО КТК отрицательный. При отсутствии возможности оплаты Удровским филиалом АО Коми тепловой компании предоставляется рассрочка платежей. И сейчас мы рассчитываем получить комментарии от службы Стройжилтехнадзора. На связи со студией наш корреспондент Александра Головина. Александра, вам слово. Ксения, здравствуйте. Рядом со мной первый замруководителя службы Стройжилтехнадзора Ольга Микушева. Ольга Михайловна, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему жители Удры получили такие большие счета? По информации, имеющейся в службе, жителям Удровского района в январских квитанциях предъявлена корректировка размера платы за 2020 год, за отопление. Что такое корректировка? Первое, что хочется сказать, это то, что корректировка законна, она предусмотрена правилами предоставления коммунальных услуг, которые утвердило правительство Российской Федерации. Корректировки применяются для жителей домов, оборудованных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, и в которых применяется порядок расчета платы за отопление равномерными платежами в течение года. При таком порядке расчета плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячного потребления тепловой энергии, зафиксированной общедомовым прибором учета тепловой энергии за предыдущий год. И в первом квартале года, следующего за отчетным, делается корректировка размера платы за отопление, которая представляет собой приведение расчетов за отопление в соответствии с фактическим объемом тепловой энергии, который потребил дом. И в этой связи корректировка может быть как величиной положительной, когда жителям допредъявляется какой-то определенный размер платы, так и величиной отрицательной, когда дом потребил меньшее количество тепловой энергии, чем оплачено жителями в отчетном году. И вот по нашей информации, жителям Удровского района как раз
по большей части домов предъявлена отрицательная корректировка. Ну, были и положительные, получается, случаи, как мы понимаем. Ольга Михайловна, а в вашем случае начисляются такие корректировки в вашем доме? Несмотря на то, что я проживаю в доме, оборудованном общедомовым прибором учета тепловой энергии, жители моего дома корректировку не оплачивают, потому что мы на общем собрании приняли решение о применении в отношении нашего конкретного дома порядка начисления платы за отопление только в отопительный период. И такое право предусмотрено, дано всем жителям Республики Коми. Если жители не хотят сталкиваться с таким понятием, как корректировка, то они на общем собрании могут принять решение о начислении платы за отопление только в отопительный период. Но они должны быть готовы к тому, что в зимний период, в холодные месяцы, размер платы за отопление будет существенным. Поступали ли в ваш адрес обращения от жителей Удара? В наш адрес на сегодняшний момент поступило 2 обращения 2 жителей Удырского района, по которым нами организованы проверочные мероприятия. Ольга Михайловна, какие меры может принять служба? Если будут выявлены нарушения со стороны организации, которая неверно исчислила корректировку, то будет выдано предписание на устранение выявленных замечаний, а также применены меры административного воздействия. Благодарю вас за ответы. Ксения, вам слово. Спасибо, Александра. Теперь к другим темам.